Дорогие друзья, у нас 120 лет Муса Джалилю. Наша организация «Штаб татар» напрямую связана с этим великим нашим героем, нашим поэтом Муса Джалилем. Kız ağırdı. Teni uç şekilli. Suluğup dibe yüreği. Vajiz kaldı doktor. Avru kızga bir daru da fayda vermedi. Как-то так получилось, что с первого дня, 28 лет, всегда к нам на встречи приходит его дочь Чулпан Усеевна. Мы ей рассказываем стихи, и она из первоисточника нам еще какие-то дополнительные вещи рассказывает. Отец мой тоже очень любил спорт и очень много занимался. Может быть, не борьбой, но я даже по детству своему помню, как он ходил на лыжах и занимался всегда спортом. И, наверное, это и помогло ему выдержать такие тяжелейшие испытания, которые его настигли уже, когда он был в подпольной группе, в концлагере и в тюрьме. И мы, когда говорим о Муса Джалиле, он как будто наш близкий друг штаба, наш родственник почти, поскольку мы с дочерью столько времени общаемся и по много. Мы неоднократно были у нее дома. Также мы каждые 5 лет, наверное, делаем отдельный репортаж с ее сестрой. Вот так в 11 лет я узнала, что мой отец совсем не этот человек. Продолжая его называть папой, я уже в душе хранила образ какой-то своего отца. Мне почему-то все казалось, что он где-то в подземелье прикован. Разговариваем с людьми, которые жили в Домодедово. Мы разговариваем с людьми, которые жили также в Московской области, где они снимали дачи, семья, в довоенные годы. И вот когда мы говорим о Муса Джалиле, мы забываем, что есть определенные люди, например, Абдулхак Ахтамзян, академик. Он член Совета штаба татар Москвы с первого дня. Его окружение также входит в Совет Аксакалов штаба татар Москвы. Роберт Нигматуллин, брат его, Илдус Халиуллин. Ну, много. Они все, значит, бывают у нас, со всеми мы с ними общаемся. Мы проводили, когда Абдулхак Ахтамзян ушел из жизни в 2015 году, мы проводили вечер памяти, проводили годовщину. И мы, когда читаем Дуга выдающимся татарам Москвы, у нас, конечно, всегда в списке Абдулхак Ахтамзян. Песни на всем моем пути. Идите по следу до самой последней, коль захотите меня найти. Это слова Мусы Джалиля, написанные в мадридской тюрьме. Всего было написано 125 стихотворений, нам известны на сегодня только 97. История стихов Джалиля – предмет исследований и писателями, и историками. Я, как исследователь-историк, должен сказать следующее. Впервые имя Мусы Джалиля стало известно в Москве. Вновь из плена голос раздался еще когда наши войска вели бои за Берлин. Были очень серьезные поползновения, я вам скажу, серьезные были непонятные деструктивные настроения. Это в 90-е годы, в начале 2000-х. Как-то бы поставить под сомнение, люди хотели поставить под сомнение деятельность, героизм Муса Джалиля. И вот благодаря именно Ахтамзяну, который собрал группу, неоднократно ездил в Германию, поднимал архивные документы, поднимал все бумаги, и вся жизнь Муса Джалиля в Германии, она вся по дням у него была изучена. И он жесткий, предметный и конкретный отпор дал всем этим поползновениям.
Поэтому, когда мы вспоминаем Муса Джалиля, мы должны всегда вспоминать Абдулхака Тамзяна. Он 50 лет занимался этим вопросом. Он написал несколько книг. И то, что вот это признание, Муса Джалиль, деятельность, все это, конечно, во многом благодаря Абдулхаку Ахтамзяну. Самое интересное в этой истории то, что Абдулхак Ахтамзян, мой земляк, он родился в Нижнекамске, в деревне Каенлы, и потом уже к концу войны он переехал с семьей в Москву, но родился, и молодость у него прошла в Нижнекамске. И так вот исторически получилось, что он из Нижнекамска, Совет Аксакалов вошел в штаб татар Москвы, поэтому деятельность штаба напрямую переплетена с деятельностью Муса Джалиля. Для нас Муса Джалиль является идеологическим рычагом в какой-то степени для патриотического воспитания нашей молодежи. И, наверное, его вот это стихи, его деятельность, она особо актуальна сейчас, в период СВО. Мы читаем его стихи и вот на встречах, когда к нам приезжает солдат с СВО. Давайте не будем забывать не только героев, но и людей, которые создавали этих героев и поддерживали это. Прежде всего, Абдулхак Ахтамзяна. Обвинение гласило: за подрыв военной мощи Рейха приговорить к смертной казни, и каждому отдельной строкой смертная казнь путем обезглавливания, жестокая кара, которая не подвергает даже тех генералов, которые против него заговор устроили. Татары шли на смерть, как правильно подчеркнула Чулпан Мусеевна, с песней. Они пели татарскую песню. Какую, можно предполагать, но это останется загадкой истории. Вперед, Санжей, когда вы будете в Жерлине, посетите Вперед, Санжей, памятные места.